Учитель– это больше, чем профессия. Учитель– это призвание. Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости. Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного уровня, делая все для того, чтобы их труд не пропадал даром. В этом году так совпало, что кроме ежегодного празднования Дня Учителя, мы 2 октября отмечаем и 80-летие профтехобразования. Ведь профтехобразование– это кузница рабочих кадров. Ведь благодаря этой системе образования у молодежи проявляется интерес к практическим знаниям, необходимым в жизни. Это особенно актуально в век развитых технологий и период высокой конкурентности на рынке труда. Эта сфера образования всегда будет востребованной. История колледжа номер 6 началась в 1936 году. Именно тогда на базе торгового управления была организована торгово-поварская школа. Первым директором школы был Аджибаев. За годы существования колледж был неоднократно реорганизован. В 1979 году ГПТУ-34 было переименовано в техническое училище номер 45, затем в 1984 году в СПТУ номер 8, в 1986 году в ПТШ номер 6, в 2002 году в профтехлицей номер 6, в 2008 году в ГККП профлицей номер 6, а с 2015 года ГККП колледж номер 6 стал носить нынешнее название. За эти годы сменилось и немало директоров. Среди них были Кузнецова Екатерина Филипповна, Пелех Григорий Алексеевич, Косеубаева Айшат Линдиевна, Кожамжарова Рахима Тохтархановна, Алжанова Аят Скатаевна. С 2017 года директором ГККП колледж номер 6 является Джаксыкулова Маржана Абельдаевна. Изменился и облик здания колледжа. В 2013 году на месте старого саманного строения возникло новое, современное трехэтажное здание с просторными и светлыми аудиториями, оснащенными новой материально-технической базой. Старая педагогическая школа, заложенная ветеранами профтехобразования, жива и поныне. Также из стен колледжа выходят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда нашей республики. Имя ГККП колледж номер 6 известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Ведь начиная с 2015 года наши студенты ежегодно завоевывают призовые места на международных конкурсах WorldSkills. Призовые места присуждались по компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис и пекарское мастерство. Ежегодной доброй традицией стало поздравление ветеранов и пенсионеров нашего колледжа. Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Вы посвятили себя очень важному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт и мудрость в будущее наших детей. Выражаем глубокую признательность за ваш бесценный, самоотверженный труд и терпение. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства.
Я проработала в училище 20 лет, еще в старом здании, при старых лабораториях. Сегодня я пришла посмотреть, просто в гости проведать. И вообще, честно говоря, я была удивлена и обрадована тому, какая лаборатория сейчас. Для ваших студентов есть все возможности отработать знания, которые получили на теоретических уроках, в такой шикарной лаборатории. Мне очень приятно видеть, что у вас новое оборудование, модульное оборудование, вот именно то, которое применяется сейчас на предприятиях питания. Хочу молодежи пожелать... Подожди, маска падает. Хочу молодежи пожелать успехов, не останавливаться на достигнутом, быть всегда уверенным в себе и применять знания, которые получают в этом здании, на занятиях, в дальнейшем на своей работе. Всем всего хорошего, с наступающим праздником. Спасибо. Свой колледж номер 6 города Шымкента, во главе которого стоит сейчас уважаемая нами всеми и любимая Маржана Бельдаевна. Я понимаю, что школа профтехобразования – это не легкая школа. Все мы знаем, что сюда приходят в основном учащиеся, которые, в принципе, не очень-то жаждут учебы. Но коллективы наших колледжей сумели найти общий язык со своими студентами и готовят отличных поваров, отличных столяров, отличных, всех профессий, востребованных сейчас в нашей жизни. Профессиональная школа – это кузница кадров. И мы знаем, что в любой коллектив требуются наши выпускники. Поэтому сегодня год волонтеров. Особенно мне приятно, что вот эти вот ребята, волонтеры нашей школы, школы номер 6, пришли и поздравили нас с этой знаменательной датой. Спасибо им, они вообще никогда не забывают нас. И каждый год поздравляют. А в этот год, год волонтеров, мне особенно приятно, что они проявили такую активность. Я желаю всем педагогам, мастерам производственного обучения успехов, процветания, инновационных методов обучения и, как говорится, крепкого, самое главное, здоровья. Пусть все будут живы и здоровы и успешны в своем нелегком, но благородном труде. Вахитова Лирия Камалдиновна, бывший работник, бывший педагог школы номер 6 колледжа. Нет,